сказать, что действительная просьба разойтись. Оксана, ты знаешь, да, что мы это все документируем для международных организаций, мы записываем видео, и все это будет предоставлено в международные организации, в том числе в ООН по правам защиты человека. Смотри. Поехали. ОМОН привез нас на Окрестино. Я даже не знала, куда везут, что везут. Только когда там оказалась, узнала, что нас туда привезли. Потом нас завели вот в эту камеру для прогулок. Тоже, наверное, вы слышали эти истории. То есть эти бетонные стены, бетонный пол и люк. Дырка. В углу. Девчонки просились в туалет, когда мы еще были в этом коридоре. Просились в туалет, я все ждала, когда они заведут, но эти, не знаю, не люди даже не считали нужным людей отвезти в туалет. А девушка спросила, говорит, в этот люк можно в туалет сходить? Так там ответили, не смей, будешь сама потом своим шмотом вытирать. Или она говорит, а куда я, как, я не могу, говорит, потом будете сидеть в этой воне. А у нас сразу многие девчонки кинулись к этому люку, причем 2 камеры было с 2 сторон, делали такое заграждение из себя, чтобы они ходят по балкону, чтобы они как бы не видели. То есть мы своими телами загораживали, и вот девочки ходили, справляли нужду по-маленькому в этот люк. Ночь была страшная, под открытым небом. Я куртку отдала девочке, которая была со сломанной ногой. Это было вообще жутко. Ей при задержании ударили дубинкой, и ей просто раздробили колено. У нее оно пухло до такой степени в штанах, что в джинсах. Мы думали, там эти джинсы по швам просто разойдутся, потому что там вот такое колено было. И она, бетонный пол, она не могла стоять, ей подкладывали кроссовки, чтобы она там сидела, ноги подкладывали, она на ногах там где-то сидела у девочек там по очереди. Она зеленела, бледнела, потому что у нее был такой болевой шок, что плохо ей было. Мы стучали в дверь. Мы просили, выпустите, вызовите ей скорую. Кричала, не сдохнет, женщина-надзирательница. Так тебе и надо, какие-то гадости, все кричали постоянно. Но самым страшным испытанием было это, когда всю ночь слышать крики, как избивают мужчин. Вот это было просто невыносимо. Как-то ты уже понимаешь, что ты можешь терпеть все. Холодно тебе, воды нет, там в туалет ты уже в этот люк сходил. Но когда вот этот звук, когда открываются ворота, перевозят новую партию, и ты понимаешь, что сейчас начнется, и вот эти крики, это было самое страшное. А еще ты понимаешь, что там может быть твой муж. И там были женщины, которые также попадались с мужьями, с парнями. И просто затыкали уши. Мы пели куполинку, мычали, стонали. Это было невыносимо просто. Всю ночь, конечно, было не до сна. Если мы еще разговаривали между собой, гудели, а там была просто тишина мертвая. Живые там они, полуживые. Мы за мужчин очень сильно переживали все. И мы слышали, как открываются двери, как выводят их и бьют. То есть мы понимали, что их, наверное, по 2-му разу выводят. Как потом мне муж рассказывал, выводили не всех, выводили как-то не выборочно. То есть эти все избиения повторялись неоднократно. И когда уже к утру мы услышали, что мужчины начали гудеть, говорить, вы не представляете, каким это было счастьем. Ты слышишь, что они заговорили, и мы все так сразу заулыбались, фу, значит, они живы. То есть они начали гудеть, начали воду просить. Слава Богу, потому что, момент был такой, что избили, лишь бы живы были, честное слово. И когда им начали воду бросать, мы начали для себя воду просить, нам очень долго воды не давали, потом кинули нам, наверное, пол-литра, буквально литр бутылочку на 29 человек. То есть мы по глотку все сделали, причем среди нас была ВИЧ-инфицированная,
все равно пили эту воду все с одной бутылки. Потом начали как-то перекрикиваться, мы увидели, что на балконе надзирателей нет. С мужчинами начали искать свои фамилии, там кто был, своих мужчин, кто-то парней, кто-то мужей. Вот, у меня муж не откликался, и я почему-то решила, что он на Жодина его увезли. Добавь ему! Голову вниз, бегом, блядь! А я! Бегом, блядь! Ускорились, блядь! Может, я слишком подробно рассказываю. Абсолютно. А як ми дітям зараз скажемо, ну, коли ти вернешся? Ну, скажем, як ёсць, ну, скажем, что вярнуся праз пэўны час. Я думаю, что стэлефаноўвацца будзем. Дзякуй Господу ёсць зараз магчымасць, сродкі. Ну, щось я зараз прив'язана вельми, і мені взагалі зараз питаються. Кажу, ну, поглядів, тато спить, кажу, спить. Ну, раніця, він каже, а тата, мама, тата буде ходити? Я кажу, буде ходити, звісно. Ну, і він, все добре. Я одразу повеселів. Цікаво, що йому 5 років, він розуміє, що такое питание задать при тебе он уже не может, он уже, ну, как бы хвалюется. Или он, ну, как бы, я не ведаю. Не знаю, может, такого в гости побольше ходить. У гості може бути. Ну, да. Що ти собі? Где? Ти тяребиш, що? Давай руку. Що ти тяребиш? Ну, что страшно, конечно, что тебя заберут, посадят. Что я буду робить? Я дети будут. Ну, я не уявляю, конечно. А я просто ехала за тобой, прям впритык. И ты после уже, когда мы уже женились, ты мне сказал, что это вельми был важный момент, что ты вельми здивился, что я так не отстаю за всем. Ну так, це вельми уразило мене. Ну, у мене таке враження зараз, що така приблизна ситуація зараз. До речі, ще цікаво бачу, що тобі добре сни сняться. Ну, мне ни разу не приснилось про тебе вообще, ну, кепского, ну, ничего просто. Звичайно ж так я відчуваю всі ці ситуації. А тут мені наоборот снилося так шмат доброго. Такі сни пригожі. Ну, знаєш, це все до ліпшого. Ну да. Я чомусь думаю, что я, ну, не могу не отчувать, если тебе будет угрожать небезпека. Ну, не могу не отчувать. Так само я не выезжала целый месяц. Так после этих подей в городе я не была. Навіть плот прибрали, на який люди висилали квітки. Отримується, що на самому, ну, прикладно тут, на цьому місці, да, розбили? Ні, вон там, Ні, просто там. квітки, розумієш, що тут коло. Ну тут шаша була прикрита, і вони тут стояли. А тебе де поранили? Туди далі, а вон сам Фрунзенський. Насупроть, там на дорозі, да? Недалеко там. Не стояли ці менти на дорозі? Перекрили стояли. шашу. Конечно.
мне скажи, на завтра тебе много уроков? 2 точно. Ты сегодня гуляешь вечером с ним? Ну, придется. Страшно тебя пускать. Тогда пораньше пойдешь, чтобы Ну, поздно не придется. ходил. То, надеюсь, эти уже тихари тут не будут ходить. Ну, я, честно, думал, что с нами такое не произойдет. Но когда я об этом услышал, я тогда играл, но я просто в это не поверил. Вообще не поверил. Потом парень Веры, он нашел видео, и я там увидел нашу машину, я просто офигел, что я так с ней делаю. Реально как кот с мышкой, просто кошка бегала и играла с мышкой. Ужас был. Машина вся разбитая. Просто дверь поделена на 2 части. Ужас. Вась, ты же стрелять, иди за уроки садись. Ремень доставать или как? Как с тобой в таком возрасте вообще иметь какой-то разговор? Я даже не знаю. Ты же знаешь, что у меня вообще в школе не получается. Что значит не получается? Саша, объясни, откуда такие отметки? Да, Вот честно, я сам не знаю. Классная прислала сегодня отметки. Я в шоке. Я полдня работать не могла. Ты вообще знал о них? Откуда у тебя 2 по белорусскому, расскажи мне. Что будем с этим делать? Ты это видишь вообще? Ты видишь, что это у тебя? Саш, ты такой делаю здоровый, уроки. вырос 1,80 м. Мне что, над тобой сидеть, уроки проверять, что ли? Вообще-то я делаю уроки. Ну как ты их делаешь, если у тебя 5, 3, 2, 4? Я вижу вот то, что вначале папа с тобой делал, пока папа меньше ездил. Вот там у тебя нормальные отметки. Вот то, что папа тебя контролировал. Как папа стал постоянно в командировках, папы нет, и я вижу, что у тебя... Все, ты съехал. Саш, ну тебе уже сколько лет? Ну ты же можешь. Ты же умный парень. Ты просто ленивый. А лень надо бороть. Что у тебя с руками? В монетку играли. Монетку играли в школе? И что это такое? Ну, берем, пробиваем монеткой по кулакам. Я такую игру не знаю. Монеткой по кулакам? Я думала, ты ударился в бассейне где-нибудь рукой, когда плыл. Нахуй идите, блядь! Па ўсёй Беларусі адбывалася прыкладна адно і тое ж ва ўсіх гарадах. Гэта адбываецца. Усе людзі, которых сажаюць, яны нічым не павінныя. Это тотальное запуживание. На 3, на 15 будут сажать зараз. И наступная хваля, по сути, якая указ прийшов, посадить усіх, вот, ну, як мага больше людей, каб запужать людей. Ну, как бы документы одразу, их 3, они все такие с папками и так далее. Разумеешь, если я зараз скажу, им там из метра тут нет, они начнут выбивать мне дверь. То есть по-любому. Они уже пришли с основанием, да. Откуда у них вот это вот на, ну, на пиротрус у них подтверждение вообще? Откуда? На каких основаниях? Свои деяния они вообще никак не комментуют. Я кажу, гранату бросили человека. Игнор. Ну, он там был? Нет, он там не был. Сам себя, ну, это вообще просто. Надо было пройти мимо. Люди лежат в крови, в луже, кричат. Нужно было сказать, ай, хай, лежать, пойду домой спать. Ну, вот так надо было поступить.
потому что уже надоело это безответственность. Она нашла. Блин, у меня светится батарея. Да это отморозки. Такие же, да, я помню. Они в бинокль смотрели. Кто снимает, что делает. Может, если намного осталось, это пару человек уже было накрыто. Прыгай, мразь. Егор, сюда к нам прыгай. Моему 47 лет. Моему 47. И вот я тоже вот тут здесь давно стою, и пока ничего не дают, ничего. Только... В нашем районе в Костричинском, говорит, наложили на полосы. И, говорит, они стали песни петь, они их били ногами. А глаза, какие у всех Командир звериные дивизии- глаза, просто звериные глаза. Командир дивизии вызвал и сказал, вон отсюда. И выгнал его нахер вообще. Это мне рассказывал человек, который с ним там служил. Это мой полк. Теперь он уже... Это А про когда вашего Лукашенко. забрали? Отходим от крыльца! Она на инсулине? Да, да. Везу, вот, пожалуйста. И они могут проверить же по интернету. Она стоит на учете. Меня сына вообще забрали. Ни за что, ни про что. А всех так. Вы думаете, кого-то здесь за что-то? За что? Вот за что убили. Я об этом сказал, в списке полиции. Северная Корея. Скажу, она на учете, вы можете проверить. Я видела. Настя! Что, блядь, творишь ты, дура? Ты уёбок, блядь! Урод фальшированный, блядина! Я хочу узнать, что с несовершеннолетними. Я не могу никогда написать. Какого-то одного несовершеннолетнего, 17 лет. Не могут удержать. Ну где-то правда, ну где-то правда. Ну скажите, где она? Не понимаю. Ну, не здесь так точно. Не здесь так точно. Ну неужели нельзя как-то вот все вопросы решить как-то по-нормальному? Разве так можно угнетать людей? Ну разве так можно? Или не понимаете, ли занято. В больницу скорой помощи нет, дозвониться то же самое. Нет, все перекрыто. И вот правда. Так хочется помочь, так хочется... Давай помогу, хочешь? Нет. Здесь вот тебе хочется еще раз это... Да смелее вот так вот, Саша, берешь полностью вот так вот, намазываешь нормально, вот. Вот так вот? Да, и усы также хорошо намажешь. Вот, что ты как крем накладываешь. Все. Был бы папа дома, а не в командировке, он бы тебя быстро научил. Да несколько раз. Что ты по одному? Наоборот, так делают, и только мужчины как-то бреются. А они так убирают. Так делают и бреются. Ты по бокам, у тебя больше усы, вот здесь, по краям. Вот здесь, да, да Ой, нет. много себе порезал. Вот здесь порезал, а там прыщик, может, какой-то ты срезал. Да, и с другой стороны. Вот здесь вот. Ну, ты очень... Вот. Красавец. Все, ну не, нормально. Там пушок остался, ничего страшного. Вытирай бороду. Теперь смотри, на руки берешь себе чуть бальзам, растираешь. Ой, там многовато. Ну ладно, растирай. И так, как в кино видел? Не показывал. Как мужчины делают. Зачем? Давай. Я так в советских кино видела.
И папа мой так делает. Там, где только ты брил, не надо все лицо. Все. Все, теперь уроки делать. Ну тут не так само твердо вообще. Ну, бачу, врачам тяжко навіть сказати, тому що вони не бачили такого, щоб щось перелом зараз. Кто мне там будет сделать? Ну, ты подлечишься, так? Может, ему придется, ну, я так думаю, Дима, что придется поехать в поселище для политичных беженцев. Более б там посидеть. Ну, я не планировал. Он сейчас телефон выключил. Матусевич есть? Матусевич Максим, кто-нибудь здесь есть? Нет, я не знаю. В 3 местах. Ищите Ждан, знаю, что он уже один. Позор! Дядя. Уже 14 лет уже скоро. Как далеко. Молодец. И руки сильные. Молодец же. Ну, смотрите, ребенок такой. Палочкой. А через 4 года уже в армию идти. Это вот, казалось бы, все говорят, что каждый мальчик должен пройти армию, чтобы стать мужчиной. Чему учит эта армия? Потом с армии еще и отбирают, наверное, вон самых жестоких. Конечно. И самых неадекватных, которые способны на такое. Да. Поэтому армия — это как первая ступень к насилию в нашей системе. Не забрали вещдок. Все, что засталось. Шорты. Зиму. Тебе их, ну, просто... Короче, были джинсы, стали шорты, да, обрезали. А зачем это? Ну, это тата был у них, коли его потрапила граната. Ну, Да, это ты, Дима, я тогда выкидываю. Как мне, ну... Не выкидывай, дай мне. Шорты? Где же не мужские? Выносить. Надо, выкидывать, не надо. Стешек, это небезпечно. Это небезпечно их покидать.
Их придет потом милиция забирать. Скажет, а ты преступник. Ось шведер, а что с ним? Ну, и он нормальный. Его можно еще починить. Тут буквально одна... Ну, мама будет не рада, конечно. С кепки тут, видно, пролетели. Ну, как раз, да, сзаду попала. И прорвала. Кому-то я сейчас отправляю. Смотри, стреляют. Ужас. Они еще до этого же тоже Они был момент. откуда-то... Они вот отсюда выбежали и стреляли по машине. Машинах вот люди едут. Как они бежали? Откуда они бежали? Они остановились там. Ой, кошмар. Эти все стекла на меня посыпались здесь. Кошмар, как вспомню. И вот ты побежала. Ну, слушай, смотрю это видео. Хорошо, что ты забежала вообще. Что тебе удалось. Я уже понимала, когда привезли туда, думала, тебя нет. Значит, ты точно убежала. Сейчас, наверное, большинство людей гуляют в своих районах. Мне спокойно, когда все дома. И все только в интернете смотрим. Сама я не знаю, когда я решусь выйти на этот марш, но я очень хочу, очень хочу. На следующей неделе я тебе напомню потом. Надо, чтобы ты мне видео вот эти все отправила. Фотографии, видео как погони, видео машины, чтобы они у меня были. Потому что у тебя нету? Они у меня были, я все удалила, потому что было страшно было. Ну, границу переходить, во-первых, чтобы в телефоне все-таки ничего такого не было. Это мне, ну, все равно какой-то страх у меня есть. Я все у себя удалила со всех папок. Забудешь, что на свете. Прикинь, вот 36-летнюю жизнь спихнуть с маленький чемодан 23 килограмм. Вот как? 36 лет жизни в один чемодан. Ой-яй-яй-яй. Что? Сейчас штука не поняла. А? Все, не плачьте, не плачьте, не плачьте. Сейчас я да, ну же прочку тримається. Ще поглянеш на прочку? Не упала. Да нічого. Все. Только не хвалитесь. Вы правильно. Да? Добрая команда. Добрый, ну ты будешь мне писать. Правильно? Ну все, я буду что делать, что ты мне просто все будешь делать. Бо я сама не разумею. Ну все, давайте я посмотрю. Когда приедете, напишите, что вы проехали между, хорошо? Когда проедете, напишите. Все, покойно. Дякую, Віталік, доброї дороги вам, Господу. Щось було. Хорошо. Если там будет новая жизнь, там будет хорошо, я буду тебя радоваться. Мы всегда расстаемся.
будет пресно. Ну, я вот лучше на 1 секунду. А чего ты не можешь прийти вообще? Ты пришла? Я понимаю, что у меня просто эмоционально нет сил искать другую работу и вообще вот переключаться на что-то другое. Я с этой работой еле справляюсь, потому что мне тяжело сосредоточиться. Я чувствую себя вечно какой-то уставшей, вечно не выспавшейся. Проблемы с памятью, проблемы с концентрацией внимания очень серьезные. И я просто понимаю, что на этой работе я все знаю, как рыба в воде. А если мне идти осваивать что-то новое, я понимаю, что я просто не справлюсь. Ну, у меня похожая ситуация, только у меня такое уже в школе. В школе всегда ты, потому что не высыпаешься, ты поздно ложишься, рано встаешь. Я эмоционально просто хочу взять, ничего не делать, просто взять О, и ничего лечь, не делать, а я и хочу что-то забить-то делать, всё, но хочется просто на делать всё. то, что тебе по душе. Не думать ни о чем, просто ни о чем. Ну, так же скучно жить, Саша. Нет, ну Думать хочется, нечего. мама хочется вот взять и немного отдохнуть. Ничего не делать. Так ты же отдыхаешь, Саша. Когда, мама, я отдыхаю? Вставать каждый день и Саша, не ты досыпаться. себя слишком сильно жалеешь. Вчера ты пришел со школы. А мама, а мне Ты надо... 2 часа сидел в телефоне, даже не переодевшись. Мне ничего не надо было особо делать. Ну ты же отдохнул, почему ты себя жалеешь? Ты очень часто отдыхаешь, мама. сидя в телефоне и Мама, делая там что? скажу тебе так. Что ты перебиваешь, когда мама. Да потому что, мама, ты так говоришь легко. И, допустим, я впахиваю целый месяц, да, и ты говоришь, 1 день отдохнул, иди дальше впахивай. Так мам. все живут. Все впахивают и на выходных только отдыхают. Тата, что это грязный? У меня грязный. Ти така молодчина. Такі речі цікаві тут розказують. Ты ж, Дима, новини глядишь? Дети, тишей. Что зараз забирают, ну, как бы, може не так шмат, но все равно шмат. По 300-400 человек забирают, а выходит меньше. Тут плюс, я думаю, что сыграла вельми моцна корона, яка почалася другая хваля. А як ти тримаєш? А вона ж... Тише, ну коли ласка, ну тишей. Что поляки кажут по нашей ситуации? Звонку. Дети, идите на кухню, коли ласка тады. По-перше, многі розуміють, Ну. тому що всі думають, що всі вони так там пережили такое тільки 30 років назад. Ну, особливо, конечно, коли молодим розказуєш про те, що у нас відбувається, вони вельми пужаються, конечно, і їм навіть, ну, і просять подробязності не розказувати, тому що вони, ну, у іншій речаїстості живуть, такой більш європейської, і вони вже У белорусского протеста женское лицо, многотысячные марши и девушки, которые закрывают собой мужчин, это уже привычная картинка с акцией. Сейчас уже кажется, что иначе быть не может, ведь когда основных соперников Лукашенко не зарегистрировали на выборы, именно женщины во главе со Светланой Тихановской сплотили вокруг себя оппозицию. Белорусы,
Мы любим вас, белорусы. Это звучит гордо. То, что вы сделали со страной, это грандиозно. Такого еще не было. Беларусь проснулась и уже не уснет. Белорусы, вы невероятны. Как раньше уже никогда не будет. Мы вместе, а вместе победим. После вынужденного отъезда сначала Вероники Цыпкало, а потом и Светланы Тихановской в стране, несмотря на запугивание, останется только координатор штаба Виктора Бабарика Мария Колесникова. Она и станет главным лицом протеста. Женщин и вправду в последнее время почти не задерживали. Это одна из причин, почему они вели себя порой смело. Но все изменилось на этой неделе, на акции в поддержку Марии Колесниковой. Ее сначала буквально похитили в центре города, а потом, как выяснилось, пытались силой вывести из страны. Но Колесникова порвала свой паспорт на маленькие кусочки, вылезла через окно автомобиля и пошла обратно в сторону границы. На акции в поддержку Колесниковой и других политзаключенных силовикам было все равно, кто перед ними. В соцсетях особенно разошелся вот этот кадр. Девушки стоят в сцепке, а перед ними в оливковой форме ОМОНовец, который, видимо, готовится к задержаниям. В следующие минуты к женщинам подойдут силовики и начнут выцеплять их и провожать в автозаке. У меня было чувство, что вот эти люди, да, эти силовики, ОМОНовцы, они находятся в какой-то параллельной реальности. Саша, ты готов? В каком-то своем мире, отдельном от большинства белорусов, и они не отдают отчет. Очень плохая привычка делать все уроки, особенно устные, лежа. И засыпаешь. Так, политическая карта мира и особенности ее формирования. Это этот параграф? Второй. О, в чем различие между страной и государством? Ну, я скажу вам кратко. Страна это та страна, которую кто-то управляет, которая не сама по себе. А государство это страна, когда она сама по себе, когда ей никто не управляет. Вот, допустим, приведу пример. Раньше Индия, там, до нашей эры, была государством, она была сама по себе. Но в 17 веке там Великобритания ворвалась в ее территории и начала ей управлять. И они стали обычной страной. Вот очень хороший вопрос. А у нас Беларусь страна или государство? Ну, типа, как говорят, государство, но я думаю, что там и Россия нами управляет. Типа, я думаю, и страна, и просто государство. И то, и то. Интересно. Почему не каждую страну? Можно назвать государством. Ну, потому что есть такие некоторые богатые страны или влиятельные, которые богаче и могут из-за одной еще их и обеспечивать. И те страны, которые нету суверенитета, им так легче вообще справляться и жить, я так думаю. Допустим, у нас в Европе, у нас же там в Евросоюзе, там все друг другу помогают, решают какие-то важные вопросы, которые там всемирным масштабом. Не одна сторона, а все вместе сразу. Но они же и слегка тоже управляют друг другом, эти государства тоже. А нам никто из них не может вообще помочь. Мы им просто не нужны, невыгодно. Вот. Или они просто боятся России.
Они просто не могут разуметь, что это реальность. Они думают, что если бы это была реальность, так уже бы... Дети! Вот 5 хвилин Дима хапила. Дима, просто она вообще рот не затыкается. Вот я вот в этом гвалте, вот в шуме, вот этом 24/7. Ты не разумеешь, вот это писк, драка. Стеша, не пихай его оттуда. А я не разрешаю. Я не дозволяю тебе Гедемина спихивать. Я не спихиваю его. Просто такое выражение, что дети не разумеют слово «тихо» или «помолчать». Не разумею, потому что это тихо. Но это ненормально, Дима. Что значит это дети? Дети повинны уметь помолчать. Так само трошки. Хорошо. Давай тихо. Я поразмовляю. Я просто разумею, что, ну, как бы, ну, отчуваю, что некие такие бывают змены, которые вот, як быцем бы, ну, потом нельга буде вернуться. То есть вот есть такий момент, что я ранее кожен раз, коли там сажала Стешу в машину, плакала, что чужие люди ее забирают, там, что Стеша Фроська новое слово скажет, и там то, что ты пропустил. Я плачу, что там ты не чуешь, ну, что она так сказала. Ну, зараз уже не так, конечно, зараз такое вражение, что, ну, я починаю становиться хладнокровной. Ну, пишуть в новинах, да, все, що я читаю, вже спокійно все сприймаю. Мама каже, як, типу, як ти витримлюєш? Просто відключаються почуття ніякі такі. От то, щоб раніше мене покривдило, тиранило, зараз уже, ну, не так ранить. Ось. І це трошки пужає, що, ну, якою буду я ще през пару місяців. Ось, і не стану я страшним яким чоловіком. Ось, і ті не змінюся я назавсьоду. Що? Я не чую нічого. Я нічого не чую. А? Я тебя не чую. До вечера, Дима, тебе покой.